Вопрос такой. Два из ваших произведений написаны под псевдонимом? Три даже, да? Я вот почему-то решила. Два Убыра, и это просто игра. Два Убыра, да. То есть, просто я Убыра сочла за один из них. И они не написаны псевдонимом, это издательство заставило. Интересно. Очень интересно. Я даже не знаю, стоит ли спрашивать подробности. Да нет, там все очень просто было. Там был момент какой. Я долгое время издавался в издательстве «Азбука». Это замечательное совершенно издательство, питерское тоже. Я страшно ему признателен. Я сожалею по поводу того, что мы с ними расстались в итоге. По моей вине. И суть в чем? В том, что начали меня издавать романы СРТМ. Это... Мне, честно говоря, нравятся все мои книжки. То есть мне «Татарское ударство» кажется довольно интересным, мне как читателю, например. И если бы я что-то такое увидел изданным сейчас и не читал еще, я прочитал, наверное, с большим удовольствием. Поэтому я хожу, говорю, давайте переиздадим. Мне говорят, давайте нет. Мне все говорят. Вот. СРТМ, мой второй роман, он тоже, мне кажется, очень интересным. У него даже есть там 1,5 фаната. Кому-то он дико нравится. Вот, и я очень этим людям благодарен. Притом, книга, когда была издана, Азбука ее оценила, ее взяла, ее издала. И, я так понял, результаты их не то чтобы сильно обрадовали. Потому что там были проблемы, связанные с тем, как книжка вышла, с большим фальстартом. То есть там она была в суперобложке, а суперобложку не успели напечатать. Поэтому критика, отзывы, там они заранее раскидали, издательство заранее раскидало текст критикам, критики прочитали, кому-то понравилось, кому-то нет, но они все честно про это написали. Они написали отзывы, а книги нет. Она выходит только через 1,5-2 месяца, когда все про эти отзывы забыли. И книжка ухнула никуда. Вот, и продалась довольно плохо. И поэтому я вообще подозревал, что Азбука меня больше не захочет. И когда принес Убыр, у меня было таким бальзамом на душу, что сказали, это очень крутая книга, это очень классно, мы будем обязательно издавать. Но, во-первых, не сразу, потому что у нас есть некоторая серия, мы придумали серию, она пойдет туда. Подожди немножко. А во-вторых, давай все-таки придумаем другое название и другое имя. Имя, честно тебе скажем, потому что мы все-таки хотим... Торговля не хочет Идиатуллина. Вот, она сказала, что СРТМ фигово продался, поэтому давай что-нибудь другое сделаем. Во-вторых, все-таки эта книга очень сильно отличается от СРТМ. То есть СРТМ была такая вот печальная, с юмористическими проблесками, или сатирическими, но при этом довольно такая... реалистично-романтичная утопия, и она совсем не бьется с тем, что в Убыре. Убыр — это такой на все аудитории кроссовер, мистический триллер, прям всех заберет, вау. И зачем мы будем смущать читателя? Зачем мы будем ориентироваться только на тех, кто на тех 1,5 человека, которые увидели, оценили СРТМ. Давай мы тебя заново переупакуем и продадим. А название Убера непонятное. Вот что это такое? Ухряб, обрывалка, прочее. Это спасибо еще тогда такси Убера не было, а то бы, само собой, они бы настояли. Вот. И я там посопротивлялся какое-то время, но я исхожу из того, что издателю всегда виднее, это его деньги, его риск. Он не только мне гонорар платит, он же издает книжку, и он понимает, да, это его работа, его ответственность, его риск. Поэтому я согласился, я придумал там штук 50 псевдонимов, я придумал штук 50, я ответственный человек, придумал штук 50 названий. Вот. Про название они в итоге передумали, сказали, ну ладно, пусть будет Убыр. Что-то мы смирились, говорю, класс, давайте имя тоже вернем. Они говорят, нет, давай все-таки. Ну и там получилось, что поскольку там у меня мама, девичья фамилия у нее Исмагилова или Измайлова, разные паспортисты по-разному записывали. Вот это просто. Имя тоже вот, сын Нурислам, я Шамиль, там совмещаем, получается Наиль. Наиль Измайлов. И Убыр вышел под этим псевдонимом, не то чтобы, я с самого начала был настроен скептически, и вот по-прежнему считаю, что можно было обойтись и без этого, но опять же им виднее. И в итоге вышел первый Убыр, потом, когда меня издательство все-таки уговорил, я сомневался, написать продолжение, я написал его, очевидно, что он должен был тоже было выйти под псевдоним, тоже Наиль Измайлов, а потом, когда я написал неожиданно детскую повесть, вот, поскольку как бы Убыр это, конечно, не детская повесть, она там про подростков. Да, и во многом позиционирует, Крапинку получила, опять же. Наверное, это что-то такое для подростков. Поэтому, раз ты написал по-настоящему true подростковую повесть, это просто игра. Давай мы тоже Измайлов и обозначим. Давайте, хорошо. Я теперь исхожу из того, что старик Измайлов сделал свое дело и ушел, упокоился с миром, потому что Убыра как раз Азбука переиздала
года полтора назад под настоящим именем. То есть все, Измайлова никакого уже нет. Все, то есть я думаю, что этот опыт уже повторяться не будет, да? Надеюсь, то есть это да. вот условия так сложились на тот момент. Ясно. Я просто удивлялась, ну почему, то есть, тем более там и большая книга и все, почему такие, может быть, эксперименты ваши. Город Брежнев, большая премия, получается, большая книга, да, и бывшая Ленина. Город Брежнев уже будет спектаклем, насколько я понимаю, уже есть, да, уже идет спектакль, да, в Набережных Челнах. Бывшая Ленина. Роскошный спектакль совершенно. Да, вы же видели. Колоссальный, здорово, да. Здорово. 3 часа, или, да, 3,5 часа. Обалденная совершенно вещь. Ну, вы довольны тем, Я как очень это доволен, сделали, да? Это очень круто, это очень, мне показалось, свежо, оригинально, с другой стороны, традиционно, с третьей стороны, в татарском театре такого не было никогда. Это спектакль на татарском языке, что вообще круто. Вас уже перевели и издали на татарском языке эту книгу? Или только просто перевод? Инсценировка была специально, то есть люди заморочились, главный режиссер Олег Кинзягулов отбирал куски, давал переводчику, переводчик замечательно переводил, они потом... из этого делали сценарий? Да, переминали под это там, диалоги, инсценировку, прочее. То есть... А сценарий вы писали сами? Нет, это все сделал театр, да? Да, целиком театральный. Какую-то историю свою создали на вашей книге. Здорово. А вам не предлагают перевестись на татарский язык? И есть вообще в этом смысл? У вас очень интересные такие произведения, очень разные, очень такие, знаете, не академично-литературные, да? Вот, то есть нам кажется, татарская литература это вот действительно про героев, про какой-то социум, про трудовых каких-то стахановцев и так далее. Ну, у меня такое впечатление, когда я, например, читаю что-то о татарской литературе, да, и надеюсь, оно ошибочное, просто хочется, чтобы татарская литература и на татарском языке она тоже была очень разная. Вам предлагают перевод сделать? Ну, не предлагали, на самом деле. Там, на самом раннем этапе, опять же, там, один из читателей или там, пара читателей говорил, давайте переведем. Ну, в принципе, я не возражаю. Вот. Это было бы мне приятно, конечно. Это было бы политически интересно. Но прямого смысла какого-то коммерческого или там, социального смысла я в этом особо не вижу. Потому что все равно все мы татары как бы двуязычные. То есть, если мои бабушка и дедушка по-русски не говорили практически, то сегодня найти не говорящего по-русски, не читающего по-русски человека, ну, довольно непросто. Вот. Другой вопрос, ну, насколько это там, правильно, неправильно, что мы с этим потеряли. Ну, факт есть факт. Поэтому я большой сторонник создания огромного контента на татарском языке, но все-таки первоочередным, мне кажется, является создание контента оригинального, которого нет ни на одном языке, и контента, которого нет на русском языке. То есть, если бы мы напрямую, ну не мы, конечно, а люди, которые этим занимаются, переводили напрямую, скажем, на татарский язык фильмы, книги, комиксы, сериалы, которых на русском еще нет, это было бы гораздо полезнее, интереснее и нужнее, чем переводить что-то. Продуктивнее в плане даже, конечно, собственно, сохранения татарского языка, да? Потому что человек говорит, это есть на татарском, я посмотрю на татарском, да? То есть... А то, что мои книжки с русского языка на татарский будут переведены, это гораздо, ну, это вопрос второго порядка, то есть можно потом сделать. Конечно, тут напрашивается вопрос, а чего бы мне на татарском что-нибудь не написать? Ну, я слабоват в коленках, конечно, то есть литературным татарским я не владею, я говорю-то, ну, я стесняюсь говорить, то есть я говорю честно по чайной ложке, что резко контрастирует как с моим естественным темпом речи на русском языке, так и, в общем-то, с тем, как татары нормально говорят, да, потому что мы все пулеметчики. Да. Вот. И поэтому я там понимаю практически все, но сказать все-таки, ну, мне тяжело, написать тем более тяжело, потому что это все-таки отдельная вещь. Я, ну, Алла Берса, в общем, когда-нибудь-то что-нибудь, может быть, попробую, но это не то, что первоочередная задача. А вопрос перевода – это задача вообще второго или третьего перевода. Хотя, если кто-нибудь возьмется, если кто-нибудь обоснует необходимость этого, то, ну, why no? Из современной литературы, по-моему, только Гузель Яхину перевели на татарский язык, Зулейха открывает глаза. Вот. Было бы интересно узнать, насколько это оказалось востребованным, успешным и прочее. Может быть, это меня как-то укрепило в одной из оценочных версий по поводу того, что можно с остальным делать. Но в целом, ну вот я вырос в Татарстане, и там довольно интенсивно распространялись книги на татарском языке. Вся классика, там «Таинственный остров» Жюля Верна, «Приключения Гулливера» были на татарском языке. Это правильно. Но лично я на татарском языке купил
Книжку Крапивина, Так. потому что на русском языке не было. Я честно пытался читать. Я купил несколько сборников сказок. Вот. Но в основном в детстве это меня не трогало. А в детстве вы говорили по-татарски? То есть вообще Нет, в родители детстве вам не дали? я вообще не говорил. То есть у вас, в принципе, все, что знаю на татарском, это какие-то либо совсем пассивные знания, которые там в подкорке были, когда родители разговаривали, либо в основном это то, что я сам активно начал учить лет с 18 уже осознанно. До этого я как-то не видел в этом смысла. Сейчас у меня довольно большая на татарском языке библиотека. В основном это все-таки не худлит, а монографии, научная литература и словари, которые мне были, например, необходимы, когда я писал УБыРа. Ну и когда работал, например, над «Последним временем» довольно интенсивно, там тоже татарские какие-то источники использовались. И чтобы меня, скажем, подвигнуть на то, чтобы купить художественную литературу на татарском языке, оригинальную, но это несложно, да, Тукай у меня само собой есть, вот, или Кулали само собой есть. А вот, чтобы заставить что-то современное купить, я должен понять, что, да, без этого не обойтись. Чтобы заставить купить что-то переводное с английского языка или прочее, я должен знать, что этого нет и не будет на русском. Как вы думаете, вообще издание книг на языках национальных, да, потому что у нас много языков в стране, и каких-то больше в количестве, имеется в виду там людей, каких-то меньше, мы так все равно придем к какой-то универсализации, да, то есть все равно все на русский перейдет. Это довольно вероятный и очень плохой сценарий. Да. Это сценарий, который просто обрубает богатство, многообразие, многоголовость, что ли, и делает естественный порядок неестественным. То есть это всякое объединение, всякое сужение, опять же, если к гастрономическим аналогам обращаться, это мы просто делаем вместо нормального, как у нормальной кухни, комплексный обед, который всегда состоит из одного блюда. Все, привет. Оно может тебе нравиться, оно может тебе быть привычным, там, картошка с сосисками, да, или там, не знаю, да что угодно, борщ, там, если представить, что все любят борщ, или вот, в моем случае, там, лапшу, да, куриную, которую я все время ем, и оторваться от нее не могу. Даже мне при всей моей любви она немножко, как бы, страшно поднадоест через неделю, 2-3. А если представить, что я всю жизнь буду ее употреблять, ой-ой. А если представить, что я все-таки воспитывался на другом, это как бы несправедливо и не совсем. Были, знаете, интересный эксперимент я читал, когда советская власть пришла на крайний север, и комиссары, ведомые очень благими намерениями, самыми лучшими, они приехали в Чумы, к чукчам, к эвенам, к эскимосам, каким-то северным народным. Они пришли в ужас от того, как дети воспитываются, как они питаются. Они грязные, они как бы неухоженные, чумазенькие, и они питаются не просто, там, скажем, сырым мясом или сырой рыбой. Оно ферментированное. Да, вырезанное из желудка оленя какое-то зерно. Да. Я говорю, вы что, твари, вы убиваете детей? Кричали комиссары, схватили их подмышки и повезли в города воспитывать. Отдали их в детдома, отмыли, стали кормить кашами, борщами. Дети начали умирать. Один с другим. Оказалось, что просто у них в организме все для этого работает как генотип нужно, заложен, в обмен веществ заложен, им не хватает ферментов, у них нет в организме ферментов, которые они добывают только из желудка убитого оленя. Все, привет. Язык не то чтобы напрямую такой фермент, но накривую, скажем так, во многом это так. Поэтому, если мы теряем это богатство, это несправедливо. Если мы теряем богатство татарского языка, который один из немногих языков России, который сумел войти в новую эпоху, пусть и с некоторыми потерями, но и с большими приобретениями. Это письменный язык, это язык огромной культуры, это язык довольно большого потенциального будущего, это язык уже цифруемый, оцифрованный, язык, который
завоевал, сделал, наработал себе большую часть ресурсов в интернете, в цифровых носителях, в новой культуре, в музыке, в кино, в сериалах. То есть во многом это, конечно, только зачатки, зародыши, но они могут развиться. И то, что делается сейчас, либо по глупости и лености, либо по злому умыслу, попытки раздавить эти зародыши, это даже уже не ошибка, это преступление. Согласна с вами. Ну вот смотрите, вот наше поколение. Мы не видели необходимости говорить на татарском, потому что так складывались исторические условия, да, такая была идеология, в общем, такая была политика. Татарский язык мешал, да. Если ты учишь татарский язык, ты никуда не поступишь. Как-то ты вот не удел оказываешься, да, ты какой-то немножко не тот Ты можешь сорт, идти только на татфак, который есть в одном... Да, и ты сразу как-то мимо вообще чего-то большого, грандиозного, каких-то возможностей. Карьеры не сделаешь, сиди в деревне и так далее. Да, и то есть получается, что наши родители, которые были носителями, ну тем более и бабушки, дедушки тоже, да, они были носителями. Они не дали нам все, что могли дать. Мы уже, получается, детям тоже даем там что-то, какие-то крупицы, которые сами умудрились чуть-чуть, может быть, еще сохранить. Вот ваши дети, там 20, 25, 27 лет, да, они что дадут детям, получается? То есть в чем их татарскость, в чем их татарская идентичность, какое богатство они передают? То есть как с этим быть вообще? Как подцепить вот это поколение, которым 20, у которых уже есть мозги, какой-то зарождается жизненный опыт, они уже соображают, есть умные там и так далее. Как сделать так, чтобы они-то дальше это понесли? Вот. Тут вопрос, во-первых, многоуровневый. Во-первых, дети – это новые люди, мы должны смириться абсолютно, с тем, конечно, что… Мы их даже не понимаем порой. Они новые самостоятельные люди, которые живут в новом самостоятельном мире, который строят сам. И как бы мы ни хотели, чтобы этот мир нравился нам, чтобы он соответствовал нашим критериям прекрасного, чтобы они говорили на том языке, который нам кажется нужным и так далее, слушали ту музыку, которая нам нравится, смотрели те фильмы, носили ту одежду, вели себя соответствующим образом. Этого не будет. Невозможно. Как писали мои любимые Стругацкие, будущее всегда непредсказуемые, неожиданные и неприятные. То есть мы, если в наше вроде сытое, благополучное, избавившись от большей части насилия, свойственного, например, для середины даже 20 века, а если в наше время попадет какой-нибудь бедолага, бедно живущий, там, негр преклонных годов, или забитый крестьянин, или замученный пролетарий, или там человек из деклассированный элемент, попадет сюда, вряд ли ему это понравится. Он скажет: ой, что такие все... Непривычные, другое... Вот вы зажрались, твари, вы жрете мясо каждый день, вы пользуетесь, вы живете в свободе, чтобы мы про это не думали. Да. Над вами не ходит чувак с палкой, вас не пошлют там кого-нибудь убивать или быть убитым, у вас больше одних портков, у вас теплый сортир, у вас горячая вода, вы нифига не цените свое счастье и так далее. Вот. То есть все хорошо, только вы плохие. Да. Вот если можно похожим образом относиться к своим детям, да, то есть у них жизнь, наверное, будет, хочется верить, гораздо более сытой, богатой и благополучной, чем наша, только они будут не такими, то есть они будут недостойными этой жизни. Можем так думать? Нет, мы любим своих детей. Поэтому мы должны с доверием, с пониманием относиться к их выбору, к тому, как они будут жить. Конечно, очень жаль, что теряется язык, но можно мстительно говорить о том, что окей, хорошо, русский язык вытеснил татарский на уровне этого, но ровно таким же образом через поколение или два все будут говорить либо на английском, либо на китайском, и не будет вашего русского, ха-ха. Но это, конечно, непродуктивный вариант, такой мстительный, глупый и дурацкий. Поэтому каждый должен, с одной стороны, пытаться сделать по максимуму того, что может, и, во-первых, во-вторых, смириться с тем, что получилось. Вот. Я с своей стороны пытался вроде бы сделать все, что мог, в силу своих знаний, пытался... То есть
Нет, конечно, предельный максимум было, это мы с женой говорим по-татарски и разговариваем с детьми на татарском языке. Это самые умные, самые правильные. У нас на это не хватило ни ресурсов, ни сил. Жена, она у меня татарка, но из Сибири по-татарски не говорит там, совсем. Я говорил чуть-чуть. И мы отдали обоих детей в татарские садики, пока были в Казани. Там какая-то база у них есть, но она база не активная. Вряд ли она будет активна в городе Москве или в городе Петербурге, где живет мой сын. В общем, а дальше уж как получится. То есть они оба с самосознанием у них все в порядке. То есть они как бы понимают, что да как. Но что у них будет с семейной жизнью, какими будут мои внуки, на каком языке они будут говорить, ну, предполагаю, что я буду любить в любом случае. Ну, естественно, общем, да. Так что, ну, остальной вопрос третьего-четвертого порядка. К сожалению или к счастью. Ну, то есть в глобальном смысле, конечно, мы в такой процесс, но это как вот мы не можем вмешаться, что там происходит на тектонических плитах, грубо говоря, Земли. Мы можем вмешаться, каждый должен делать то, что считает правильным и необходимым, и не мешать, скажем, невраждебным проявлением другого подхода. Если проявление враждебное, если кто-то вмешивается в мое право, в мою обязанность говорить с детьми и позволять детям говорить на своем языке, учиться на своем языке, работать с помощью своего языка, получать карьеру, сдавать экзамен на своем языке. Мы должны как минимум протестовать против этого. Но вмешиваться и говорить, что не русский, а татарский, не татарский, а английский, не английский, а китайский, это, конечно, тяжело. К счастью, мы сейчас живем в условиях как многоязычности. Все равно... Все-таки есть вариант дать возможность проявлению каждой точки зрения, да, то есть получается, то есть, скажем, ну, то есть не на государственном уровне, может быть, да, но все-таки идет дискуссия. Ну, у меня вообще были мрачные прогнозы по этому поводу, пока не познакомился с молодыми ребятами, которые, в общем-то, развивают городскую татарскую культуру. И ведь они не то чтобы там татароязычные, да, и не то чтобы они двуязычные. Они, как правило, знают русский, татарский и английский. Да, кое-кто знает арабский, кое-кто знает фарси. Турецкий, кое-кто знает французский, немецкий, да, турецкий. Ну, татарский язык, это понятно, что если ты знаешь татарский, это хорошо, ты знаешь 2-3 тюркских языков, это нормально. Вот. И именно с этими молодыми ребятами у меня связаны основные надежды. Потому что, ну, я не смог, мы не смогли, немножко не то поколение. Поколение, которое росло в 90-е, которое воспитывалось, спасибо за это, кстати, татаро-турецким колледжам, которые воспитали вот этих ребят, понимающих, что новый язык – это не опасность, это не личинка чего-то чужого, которое в тебе заложено, как сейчас начинают нас учить. А это новая возможность, это новый мир. Каждый новый язык – это новый мир, который себе открываешь. Это же мышление другое. Конечно. Просто. То есть человек, который знает 2, 3, 4, чем больше знает языков, тем он какой-то, не знаю, многоуровневый, что ли, да? Вот. А мы росли в условиях, когда языки преподавались из рук вон плохо, все языки. Я учил немецкий в школе, я немецкий не знаю. Я самоуком учил английский, я там более-менее его понимаю. У нас и политика такая была. Зачем? Да, конечно. Она сейчас возвращается на официальном уровне. Уже официальные чиновники заявляют, что не надо учить английский язык, потому что выучивший его уедет из страны. Вот. Ну, то есть уже все решено. Это наш подход, а подход тех же самых шведов и норвегов, и финнов, который сравнительно недавний, это все должны учить английский наравне с своими языками. И не то, чтобы Норвегия, Швеция и Финляндия сильно прозябают, и не то, чтобы оттуда все уехали. Подход, опять же, всем известный Уэльса, который сделал ставку на изучение родного языка валлийского и начал продвигать его с конца 70-х годов. И в итоге, если к концу 70-х годов все гельские территории, и Уэльс, и Ирландия, и Шотландия одинаково не знали родные языки, и территории, где вот живет коренное население, вот это вот гельскоязычное, оно 2-3-5% знало. То сегодня что мы имеем? В Ирландии на гельском, на ирландском говорят, процентов, я не знаю, 10-15, наверное. В Шотландии 5% знают шотландский язык. В Уэльсе говорят 70-80% на уэльском языке. И не то, чтобы Уэльс от этого стал плохой частью Великобритании, или стал беднее, или стал хуже, или стал глупее. Да. Вот, поэтому
попытки задавить один язык во имя другого являются огромной глупостью, каким-то, ну, даже не фашизмом, а средневековым тупым, совершеннейшим. И, ну, охотой на ведьм, которые вот, ты знаешь много, поэтому ты колдун, Да, давай ты тебя плохой, сожжем. всё. Ну. Мгм. Да, я согласна, очень-очень согласна. Тоже очень много ездила там лет с 19, с 18 по миру и всегда удивлялась. То есть везде идут фильмы на оригинале и внизу титры. Я думаю, какие молодцы, вот как легко учится язык. То есть ты просто слушаешь, ты видишь, ты смотришь, слышишь, и все это в тебя просто впитывается. Почему у нас так нельзя? У нас все дублируется. Вот, не дай бог, там какие-то иностранные слова в школах учителей нет. Ну, в общем, в принципе, было создано все, чтобы у нас не было вот этой вот возможности говорить. Есть принцип, который нам якобы официально продвигался в учении свет. Вот. А есть принцип, который исповедует, скажем так, выстраданные, что ли, эмоции. Это больно умные все стали. Да. Умный – это плохо. Представляете? Да. Еще один момент, который хотела вас узнать. Ваша вторая прекрасная премия «Большая книга» за бывшую Ленина. Я прям поздравляю вас от всей души, от всего сердца. Я где-то слышала историю того, как создавалась обложка этой книги. Можете рассказать? Вообще у вас обложки очень классные. Мне страшно везет с издателями. Мне всегда... Обложки просто потрясающие. То есть вот все книги, которые я увидела, классные обложки. Как выбиралась обложка для вот книги, которую получила? Там очень просто было. То есть есть художник Владимир Мачинский, который сотрудничает с редакцией Елены Шубиной, где вышли две моих последних книжки. И для обеих книжек он нарисовал обложки, и они совершенно были фантастические. То есть как раз бывшая Ленина история менее романтическая. Он нарисовал 3 варианта обложки. Все были классные. Все были очень разные, и вот мукой было выбрать между ними. Но в итоге выбрали... Я уж тогда подозревал, что роман будет трактоваться как актуалочка про мусорку, вот, поэтому вариант, где там стоит мусорный бак и там какой-то мешок с мусором и прочее, я сразу сказал, да, давайте без этого обойдемся, нам и без картинки припишут попытку, так сказать, сделать экологическую актуалочку. Ну, это не спасло, конечно. То есть в итоге обложка, которая была выбрана, она мне тоже страшно понравилась. Там, как бы, если помню, кто не видел, это просто фото, немножко как бы отфотошопленное в ядовито-сине-красных тонах обычного, по сути, квартала городского многоквартирного, ну, такая бывшая улица Ленина, как есть. Да. Вот, и сквозь которую проступает ржавчина. Вот, и если не приглядеться, это как то ли цветы сирени, то ли сакура летит по ветру, а посмотришь, это ржавчина, да, все ужасно. Но гораздо более интересная история была у меня связана с художником Мачинским, когда он нарисовал обложку для последнего моего романа «Последнее время», потому что это вещь, которой я буду хвастаться, наверное, всегда. Это совершенно невиданная вещь. Он сделал один вариант, и он был совершенно обалденный. Ну, может, он показывал другие издатели, мне показали один, и я сразу, все, ничего не думаем, берем вот эту штуку. Поскольку роман построен на финно-угорском фольклоре в целом, и действие там происходит в мире, который финно-угорский, так повернулись обстоятельства, это фэнтези, такое жесткое. И он очень здорово поймал суть, причем не на банальном сюжете, но на символическом уровне. Там вот все символы, все как бы такие сущностные, что ли, узлы, они вот в обложку вошли. Но самое главное, он потом постучался мне в Фейсбуке в личку, мы не были зафренджены, он постучался, зафрендился и сказал, а продолжение будет. То есть я всегда исходил из того, что фотографы и художники – это люди, которые не сильно любят читать. И поэтому, и когда меня издатель просит, сам по своей инициативе я всегда пишу маленькое описание книги, когда ее заканчиваю, делаю синопсис, в котором поясняю, про что книга и так далее, как раз для того, чтобы художники и маркетологи, люди, которые одинаково не любят и не особо умеют читать, они вот работали с этим текстом и продвигали. А вот книга про это, чтобы не парились. Он прочитал книгу, он проникся, он нарисовал гениальную обложку, Владимир Мачинский, и попросил продолжения. Мне было очень тяжело говорить ему, что продолжения не будет, поэтому я это утаил. Но таки продолжения не будет. Владимир, если вы меня слышите, простите меня, пожалуйста.
Продолжения не будет. Ну, то есть будет новый роман, насколько я понимаю. Идея уже есть, или вы, в принципе, черпаете из тех тысяч набросков? Ну да, там на самом деле я сейчас решил этот год посвятить, раз уж так вот по-прежнему пандемичные и прочие. В малой форме я написал уже одну повесть фантастическую из давней идеи. И сейчас пишу вторую повесть. То есть они, как правило, это объем раза в 3 меньше, чем бывший Ленин, и получается раз в 5 меньше, чем город Брежнев. То есть совсем компактные, мне прям понравилось. То есть я умудряюсь справиться с этим за полгода. То есть я где-то месяц 3-4 придумываю, что написать, потом месяца за 2-3 расписываю, ну потом еще месяц отправлю. Это здорово освобождает ресурс, время. И в итоге одна из повестей станет центром сборника, который должен выйти в редакции Елены Шубиной летом. Называется «Светлая память». Такая совсем фантастика социальная, тоже жестковатая, но по-другому не получается. А еще одну повесть я пишу, она тоже фантастика, но такая социально-подростково-приключенческая. И если все сложится, то, может быть, она появится в качестве текстового сериала на одной из интернет-платформ. Ну, вот малая форма. Вы уже сценарий сделали для ВГИКа, да, для фильма. То есть, сценариев у меня вообще довольно много. То есть я и заявки пишу. Я с прошлого года, например, переписывал сценарий пилотной версии, который по своей оригинальной идее, не связанной с книгой, по просьбе одного из продюсерских центров. Ну, пока они меня сами как бы уговорили написать, это пилот 8-серийного триллера криминального. И в итоге пока не взяли. То есть они даже смотрят, говорят, нам все нравится, что-то пока наш главный продюсер не посмотрел, его не впечатляет. Я говорю, ну ладно, я пойду, можно по рынку похожу, показываю. Он говорит, походи, показывай. Пока начал там одному из самых хорошо в отношении со мной проявившихся продюсеров показал, они пока репу чешут, говорят, так круто написано, но давай-ка подумаем. Ну вот, может, из этого что-то возникнет. Ну, получается, что вот такое развитие у вас статьи, редакторская работа. Ну, статьи-то почти нет уже, да. Ну, тем не менее, вы же пишете какие-то вот наболевшие происходят вещи. Вот про пандемию вы написали «Выгнать козла», да? То есть все равно это вот такая вот уже и писательская, и журналистская. Опять мне предлагают, я пишу, да, я сейчас сам вот ничего кроме большой формы я без приглашения не пишу, да. И как раз чем еще малая форма хороша, тем, что она меня отвлекает от романа. Вот я занят, я не могу писать романа, отстаньте от меня, я статью пишу. Может, так еще побездельничаю. Ну, отличное такое бездельничание, когда от этого бывает еще вот такой результат в виде рассказов, повестей, сборников различной там малой прозы, сценариев, рассказов для детей. В общем, чудесно. Я бы разговорила еще, но у нас время заканчивается. Спасибо вам, Шамиль, огромное за то, что вы вот так как-то открыто все рассказываете. Очень интересно, глубоко, весело. И, ну, вот делайте какое-то такое дело, которое обогащает и подростков, и взрослых, и старшему поколению, к чему, в общем, я себя, например, уже тоже отношу. Рано. Вспоминая, все равно старшее поколение, вспоминая там какие-то свои детские годы. В общем, это все очень трогательно, живо получается, очень динамично. И про старшее поколение для меня очень трогательно, когда это уже не единичный случай, но меня всякий раз трогает в самое сердце, когда мне говорят люди моего поколения, мама прочитала, например, «Город Брежнев», просила сказать спасибо, просила тебя, или «Угур» прочитала, просила тебя обнять. Вот, да, то есть для нас это было детство, отрочество, какое-то там подростковое время, а для них это был вот самый сок жизни, вот это, собственно, самая активная такая часть жизни прошла вот там, вот в этих вот безумных, трудных таких условиях. Вот, поэтому получается, что вы пишете для всех поколений, да, и вот поэтому спасибо вам за это огромное, и надеюсь, что мы еще с вами как-то будем встречаться, общаться, потому что с вами очень интересно. Спасибо. Спасибо большое.